Начало посевной кампании яровых культур в Зауралье стартовало позже намеченного срока. Глубокое промерзание почвы позволило аграриям приступить к работе на полях только 10 мая. Для того, чтобы нагнать сроки, специалистам агрофирмы «Степная», хозяйствующей в угодьях близ поселка Туяляс, приходится вести работы в круглосуточном режиме. Выдерживать высокий темп позволяет современный канадский посевной комплекс «Барга», возделывающий местные поля с 2012 года. Удобная современная техника. Не как раньше эти советские еще СЗС были. Здесь загрузил, 2 часа ездишь, сеешь. Посевная проходит нормально, так-то укладываются сроки. Ну, в день где-то гектаров 80-97. Дождливая погода, установившаяся в середине мая, вынудила приостановить работы на 2 суток, а это 4 смены и почти 400 гектаров отставания от сроков, комментирует ситуацию механизатор Салават Кельмухаметов. Благо рабочих рук в коллективе хватает. Хлеб на полях агрофирмы родится усилиями специалистов, ежегодно добивающихся высоких показателей урожайности. Подобный профессионализм в сельскохозяйственной отрасли особенно ценен, учитывая небольшой престиж рабочих профессий у молодого поколения. Исключение из правил практикующийся на местных полях студент Тимур Муралиев. Парень воспитан примером отца-механизатора и твердо знает, что работа в поле – дело неизменно благородное. Этим летом я решил пройти практику в агрофирме «Степная». Первое впечатление, что у меня попробовал на канадском технике и поездил, научился. Мне очень нравится, тоже свое будущее, думаю, заняться фермерским хозяйством. Сегодня работы на полях уже завершены. Реализованный план засев площади земли в 1050 гектаров. 80 из них отошло под овес, 210 ячмень, 420 пшеница и 340 гектаров занял лен. Доля последнего на полях агрофирмы год от года растет, начиная с весны 2017 года, когда его впервые было решено засеять в рамках эксперимента. Культура показала себя неприхотливой в условиях капризного климата Зауралья, имеет хорошую цену и пользуется высоким спросом у потребителей. Мы культуру расширили в этом году лен. Это общей сложности в 340 гектаров. Из 340 гектаров, 140 гектаров это лен золотистый, который впервые мы сеем в Башкирии, пробную. Почему мы захотели? У него цена интересная, повыше северного льна. Поэтому ожидаем, думаем, хороший урожай получить. Следующий ответственный этап в сезонном графике местных аграриев – химическая обработка сорняков. Их всхода ожидает уже спустя 2 недели по окончанию посевных работ. Ринат Музафаров, Радмир Исингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.